У нас в современном мире что происходит? Все уткнулись в телефоны, даже элементарно. Даже я себя ловлю на этом. Сижу дома, уткнулись все в телефоны, сидят. Многие. Может, это некоторых не касается, самых стойких отцов. Но они считанные, я уверен. Хотите, чтобы дети показали себя, проявили себя? Просто вырубите интернет. Просто отключите Wi-Fi. Измените пароль, отрубите интернет, вырубите. Увидите, как они сразу появятся. Если на весы ставить любовь к сыну, к семье и так далее, а на другую чашу весов поставить любовь к нему, к Творцу, к Создателю, то в любом случае перевешивает последнее. Скажи, если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, приобретенные вами имущество, торговля, застоев которой вы опасаетесь, жилища, которые вы облюбовали, любимые вам, приоритетность, чем Аллах, его посланник и борьба на его пути, то ждите, пока Аллах не придет со своим велением. Аллах не наставляет на прямой путь нечестивых людей. Дорогие братья, дорогие сестры, вот и завершился, практически завершился наш величайший праздник Курбан Байрам. Аидуль Адха аль-Мубарак. Праздник жертвоприношения. И мы состязались в благом. И мы стремились как можно больше совершить на его пути благого. И мы возвеличивали, иншаллах, будем возвеличивать Всевышнего, так как это подобает, словами «Аллах велик, Аллах велик, Аллах велик». Но вот она, обычная, обыденная жизнь, рутинная, вновь перед нами. Я имею в виду что? Я имею в виду, все равно, когда особенный промежуток времени проходит, а это был особенный промежуток времени, мы возвращаемся в обычную атмосферу, в обычную среду. А это среда, семья, работа и так далее. Так вот, я бы хотел поговорить, возможно, об уроках, которые мы могли бы извлечь из этой истории величайшего пророка, мин улюль азми, пророка Ибрахима, Авраама, алейхиссалям, и его сына, пророка Исмаиля, алейхиссалям. Но через обычный угол, через необычную призму. Вы поймете, о чем я. Итак, мы будем говорить о том человеке, о котором Всевышний сказал так. Коротко, чтобы погрузиться в контекст. Аллах говорит: «Фаараду бихи кейдан». То есть Ибрахим призывал свой народ. Всячески призывал, но они не отозвались на его призыв. И они замыслили против него козни, но мы сделали их нижайшими. То есть Аллах Субхану сделал так, что все равно Ибрахим оказался устюнлю, тот, кто выиграл во всей этой истории. Огонь не повредил ему и так далее. وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينَ. И Ибрахим, алейхиссалям, что сказал? Он сказал: я ухожу к моему Господу, который поведет меня прямым путем. Вот она любовь, вот оно упование. Он меня поведет. Робби, и вот он контекст начинается. Робби хабли мина салихин. Господи, одари меня потомством из числа праведников. Аллах Субхану ва Тааля испытал его. Знаете, да, эту историю наверняка. Аллах Субхану ва Тааля сделал так, что его первая жена Сара не могла родить. У него не было детей, по версии в Торе. А пророк ﷺ дозволил ссылаться на них, если нет противоречий. Хаддиту ан бани Исраиль валя харадж. 86 лет. Мы, конечно, не утверждаем, что это было именно столько лет, но так сказано в Торе.
Он 86 лет ждал этого сына. И Аллах даровал ему этого сына от второй его жены Хаджар, Агарь. «Фабашшарнаху бигулямин халим». Тогда мы обрадовали его вестью о выдержанном мальчике. И вот родился этот мальчик. И тут многое упущено в этой истории, пропущено. Дальше Аллах говорит, и все вы эту историю знаете. Когда он достиг того возраста, когда Исмаил, алейхиссалям, достиг того возраста, чтобы усердствовать, то есть помогать своему отцу, быть соратником, помощником, в деле именно, вместе с ним он сказал, Исмаил сказал: сыночек мой, я буней, не сын мой, а сыночек, и к этому мы вернемся, я вижу во сне, что зарезаю тебя, посмотри, что ты думаешь. Он сказал: я абати, о папочка мой, уменьшительно-ласкательное, сделай то, что тебе велено, если Аллах пожелает, ты найдешь меня одним из терпеливых. Итак, это история пророка Ибрагима, алейхиссалям. Чему она нас учит? Через призму необычную, через призму семьи. Я постараюсь отметить имманентные выводы, то есть касающиеся сущности, сути этой истории и контекстуальной. Если говорить про имманентные и сущностные, то отец это всегда фундамент. Фундамент, стены, стержень, ставший символом Ибрагима, алейхиссалям. Каким символом становится? С точки зрения обрядности в исламе, задумайтесь над этим. Он стал символом обряда таваф. Мать, если мы мыслим образно, это крепкий пояс. Пояс, если мы говорим, что отец фундамент, стены, пояс, стягивающий стены. И оплот, ставший символом обряда сяй, стремительный бег. То есть, все вы знаете, когда Ибрагим, алейхиссалям, оставляет Хаджар без пропитания, без воды, она сначала не могла понять это. Она говорила: Ибрагим, почему ты здесь нас оставляешь? Тут никого нет, ни еды, ни питья. Это все проходит в достоверных хадисах. Это история. Но он развернулся и ушел. И он шел, не отворачиваясь. Она говорит: о, Ибрагим, почему? Он ничего не говорил, шел. И в третий раз она сказала: о, Ибрагим, Господь твой повелел так. И когда он сказал да, он тогда сказал: тогда мы не пропадем. Но когда Исмаил, алейхиссалям, уже начал кричать, мальчик грудной, то, что пить хотел, она начала что? Как и любая мать, в тревоге бегать между этими холмами, Сафа и Аль-Марва. И сейчас это обряд. Обряд при совершении хаджа, как и таваф, про который мы упомянули. Так вот, мать является крепким поясом, стягивающий стены. И оплот, ставший символом вплоть до Дня Воскресения, обряда сяй, обряда в величайшем рукне ислама, столпе ислама, хаджа. Поэтому, дорогие братья, воспитание детей начинается с выбора матери. И это сейчас касается тех, кто хочет жениться, будь то молодых, пожилых, неважно. Любой, кто желает жениться, он должен думать о том, что он уже начинает воспитание своих детей. И мне очень нравится один вывод или один образ, который приводит алжирский мыслитель, современник. Он, размышляя над хадисом, всем вам известным, опять же, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Тункахуль мару алли арба». Женщине женится по 4 причинам. Лималиха, из-за ее имущества. Лихасабиха, из-за ее родословной. Лиджамалиха, из-за ее красоты. Валидиниха, из-за ее религии. Фадфар бидати дин тарибат яда. Он что говорит? Он говорит, первые 3 фактора, если мыслить математически, это все нули. Деньги, финансы – 0.
Родословное ее положение 0. Красота 0. А религия, праведность, ее внутренняя красота, душа и так далее, это есть единичка. И если это есть единичка, то получается, что 1000. 1000. Если этой единички нет, то остаются одни нули, не имеющие никакой ценности. 0. Этим примером многое сказано. Так вот, мать, как сказал тоже один из известнейших поэтов, Аль-Мутанабби, «Аль-умму мадрасатун». Это есть школа. Школа воспитания лидеров, школа воспитания будущих интеллектуалов, школа воспитания будущих муджахидов, борцов на его пути. И далее в этом треугольнике, семейном треугольнике, сын, словно логическое завершение этого строения. Плита, плод, результат этого строения, не дрогнувшая, когда ему сообщили, что он должен быть принесен в жертву, что он должен быть зарезан. Сын, его реакция какая была? Он сказал: «Я абати, фальмату». О, папочка мой, делай то, что тебе велено. И вот они оба покорились. Фалямма аслама ватталлаху лиль-джабин. Когда они оба покорились, и он уложил его на бок, ванадайнаху я Ибрахим. Мы воззвали к нему: о Ибрахим, кад саддакта ру'я. Ты оправдал сновидение. А сновидение пророков – это откровение. Поэтому, в принципе, Ибрахим так поступил. Это также было испытанием для него, о чем чуть позже. Воистину, так мы воздаем творящим добро. Итак, это были имманентные уроки, выводы, касающиеся этой истории. Теперь контекстуально. Я вам процитировал аяты и акцентировал внимание на форме. Общение, да еще и при таких обстоятельствах, да? Долгожданный сын, отец, любящий сын, 86 лет ждал сына, вот он только подрос. Это тот самый возраст, когда отец начинает наслаждаться, чувствовать сладость эту связи с сыном. Как он обращается к сыну? Что он говорит? Я бунай. Он не говорит просто: эй, ты, возьми, принеси. Как у нас бывает современно. Нет, сыночек. Уменьшительно-ласкательная форма. Это о чем? История о чем? Контекст о чем? Это история о важности того, что мы, общаясь со своими детьми, это касается общения отец-дети, дети-отец, потому что Исмаил, алейхиссалям, сказал: я абати, о папочка мой, ответил также уменьшительно-ласкательно. Важность проявления чувств, важность того, чтобы мы не просто, к сожалению, у нас даже этого нет. Да? В современном мире даже этого нет. Мы не общаемся с детьми, не говоря уже о том, чтобы мы чувствовали, что они чувствуют. Я об этом. У нас в современном мире что происходит? Все уткнулись в телефоны, даже элементарно. Даже я себя ловлю на этом. Сижу дома, уткнулись все в телефоны, сидя. Хотите выгнать, проэкспериментируйте. Многие. Может, это некоторых не касается, самых стойких отцов. Но они считаны, я уверен. Хотите, чтобы дети показали себя, проявили себя, просто вырубите интернет. Просто отключите Wi-Fi. Измените пароль, отрубите интернет, вырубите. Увидите, как они сразу появятся. Так вот, важно не просто общаться, чувствовать, что они чувствуют. История об этом. Я на прошлых хутбах говорил, важность так называемого эмоционального интеллекта, про который сейчас очень модно говорить на Западе. Потому что они даже называть начали это интеллектом. Потому что это влияет на успех человека в этой жизни. А если мы говорим о нас, о мусульманах,
то важно, чтобы эти эмоции, эти переживания всегда преобразовывались в чувства, осмысленные чувства. А осмысленные чувства с чем? С Ним, стремлением к Нему, с любовью к Нему, как это здесь, в этой истории нам показано. Дорогие братья и сестры, поистине в день Джума есть такой момент, когда Аллах Субхану ва Тааля принимает наши мольбы. И я надеюсь, что мы застанем этот момент. Фастагфируллах ли ва лякум ва тубу иляллах. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь Его мы восславляем, восхваляем. Лишь Его молим о помощи, прощении. Лишь на Него мы уповаем, Его любим. Того, кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто не собьет с этого пути. А кого Аллах ведет в заблуждение, уже никто не наставит на этот путь. Итак, дорогие братья и сестры, имманентные, касающиеся сути, и контекстуальные, касающиеся формы, уроки сводят нас к чему? К идеалу, к эталону семьи. Какой должна быть семья? Которая всеми своими намерениями, действиями, словами, устремлениями воплощает в жизнь принципы какие? Принципы приоритетности любви ко Всевышнему. Принципы самоотдачи на этом пути. Почему Всевышний испытал, сейчас про приоритет любви ко Всевышнему, Ибрагима, сыном которого он ждал 86 лет? Как по версии Тори, чтобы выявить и показать будущим поколениям вплоть до судного дня, что если на весы ставить любовь к сыну, к семье и так далее, а на другую чашу весов поставить любовь к Нему, к Творцу, к Создателю, то в любом случае перевешивает последнее. И это четко прослеживается в аяте, в котором Аллах Субхану ва Тааля говорит: скажи, если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, приобретенные вами имущество, торговля, застоев которой вы опасаетесь, жилища, которые вы облюбовали, любимые вам, приоритетность, чем Аллах, Его посланник и борьба на Его пути, то ждите, пока Аллах не придет со своим велением. Аллах не наставляет на прямой путь нечестивых людей. Хулля, а пророк Ибрагим был халиль, да? Как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Инна Аллаха аттахадани халилян, кама аттахада Ибрагима халиля». Аллах Субхану ва Тааля избрал пророка Ибрагима алейхиссалям любимцем своим. А хулля – это особенная любовь, уникальная любовь. Любовь, которая неповторима. Не может быть двух халиля. Один халиль только может быть. Это имеется в виду. Так вот, Аллах избрал Ибрагима, а избрал ли Ибрагим Аллаха? Здесь был момент испытать Ибрагима в его любви. Ибрагим доказал это. Так вот, эталон семьи, какой он должен быть? Отец, он кто? Он глава семьи. Он шашкой рубит впереди и показывает направление и ведет к цели. Семью, в том числе свою. Естественно, на этом пути всегда что? Летят щепки, когда рубишь шашкой и показываешь направление. Возникают сложности, возникают какие-то недостатки, лишения, беды, страдания, дискомфорт, в конце концов. И что тут должна делать? Роль матери в чем заключается? Роль матери заключается в том, чтобы терпеливо переносить это. Понимая, а иногда даже не понимая, так тоже бывает, к какой цели идет глава семьи, ее супруг, но ее роль в этом заключается. Стягивая, подтягивая, как пояс, объединяя своих
членов семьи, детей, исследуя направление. Дети же, подрастая, укрепляют это строение, если мы говорим про строение. И так достигается результат и возводится первый этаж. И потом, иншаллах, второй этаж, и третий, и так далее. У кого насколько хватит сил. Пусть Всевышний одарит всех нас праведными женами. Пусть Всевышний сделает наши семьями ядром любви ко Всевышнему. Той самой ячейкой, которая не только на словах, но и на делах будет жизненным примером принципов любви ко Всевышнему, принципов единобожия.